Самые актуальные новости дня в эфире телеканала «Милет». Информационная программа «Хаберлер». В студии Нариман Тарсинова. Здравствуйте. Смотрите в нашем выпуске. Курировать межнациональные отношения теперь будет глава Крыма. Отопительный сезон сегодня обсудили на совещании в городской администрации. Крымчанка Сусана Фель заняла первое место во всероссийском конкурсе «Моя законодательная инициатива». Когда необходимо на автомобилях менять летнюю резину на зимнюю? О всем самом интересном смотрите в нашем выпуске. Межнациональные отношения в Крыму теперь будет курировать лично глава республики Сергей Аксенов. Такое решение он озвучил в ходе рабочей встречи с председателем Государственного комитета по делам межнациональных отношений депортированных граждан Зуром Смирновым. Об итогах встречи в следующем сюжете. Напомним, нынешний депутат Государственной Думы Руслан Бальбек ранее отвечал за межнациональные отношения на полуострове. Как отметил глава республики, межнациональные отношения – одно из самых важных направлений в политике, которое требует пристального внимания. Именно поэтому Сергеем Аксеновым было принято решение взять под личный контроль деятельность Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан. Мы с вами в контакте постоянном, сделать необходимо все и продолжить ту большую работу, которую проделал комитет. И Руслан Смайлович, который проделал как куратор непосредственно этого направления, продолжит всю работу. Мир, межнациональное согласие – это основа нашей политики. Межнациональное уважение друг к другу. И все, кто на этом поле собирается паразитировать, я могу сказать, в моем лице, будут иметь оппонента, причем очень агрессивного. Как на сегодняшний день обстоят дела? В свою очередь, председатель Госкомнадзора Заур Смирнов сообщил, что на сегодняшний день реализация указа президента о реабилитации выполняется полным ходом. На мероприятия, которые проводятся в соответствии с указом, уже использовано более 400 миллионов рублей. За короткий срок проведено более 200 мероприятий по укреплению межнационального согласия на полуострове. Эта работа будет продолжена и в будущем. Сегодня мы уже имеем школу, которая заканчивается строительством. Сегодня полным ходом ведется строительство соборной мечети. Сегодня решается земельный вопрос. Мы уже из реестра, который обеспечивает наделение землей граждан, обеспечили почти 3500 таковых. И здесь власть выполняет свои обещания. Будем этой работой системно заниматься. И далее мы сегодня занимаемся выкупом жилья на территории муниципальных образований. По нашим планам мы порядка 100 семей обеспечим жильем. Также оказываем адресную социальную помощь на завершение строительства застройщикам. У нас 24 миллиона в этом году, и мы в принципе сохранили в проекте бюджета аналогичные показатели на следующий год. Сейчас полностью несем за это ответственность и уверен, что вместе с муниципальными образованиями эти задачи выполним. Также у нас сегодня на территории республики действует порядка 85 национально-культурных автономий, обществ. У нас сегодня обеспечены полностью равные права и возможности в реализации религиозных прав. Мы сегодня также с нетерпением ждем окончания строительства собора Александра Невского. Мы недавно открывали вместе с муфтием и с митрополитом, с владыкой Лазарем, мечеть в городе Симферополе, Сейт-Ситар-Джами. Это также очень знаковое было событие, поскольку представители всех конфессий пришли поздравить нашего муфтия. Поэтому очень хорошо воспринимается крымчанами сегодня выходные дни, Курбан-Байрам, Ураза-Байрам, Пасха, Троица. Глава республики Сергей Аксенов отметил, что сейчас важно изучить вопросы, которые еще не были решены ранее. Реабилитация репрессированных народов – один из основополагающих аспектов развития межнациональных отношений в Крыму. Сегодня с Русланом Смайловичем, с Бульбеком я говорил, он готовится внести ряд законопроектов в части упрощения получения справок о реабилитации и так далее. То есть мы эту позицию всю поддерживаем, согласовываем. Соответственно, вы эту системную работу должны продолжить. По строительству мечети со стороны органов государственной власти вы продолжите ту работу, которую Руслан Смайлович продолжал, но он в том числе будет патронат осуществлять. Ну и, соответственно, совместно с вами, то есть и совместно с муфтиятом, надо обеспечивать качественное выполнение работ подрядчиками, которые работают. И возведение этого объекта, знакового для всего Симферополя, в срок установленный. Как подчеркнул Сергей Аксенов, необходима регулярная поддержка всех национально-культурных объединений Крыма. Взаимное уважение и взаимопонимание представителей всех конфессий полуострова – залог здорового общества. Левиза Сидбелялова, телеканал «Милет».
Депутаты Законодательного собрания Севастополя поддержали в первом чтении законопроект о внесении изменений в устав города касательно прямых выборов губернатора. Документ депутаты поддержали единогласно. В законопроекте города статья звучит так. Губернатор города Севастополь избирается путем всеобщих, равных и прямых выборов при тайном голосовании сроком на 5 лет. Одно и то же лицо не может быть избрано на должность губернатора города Севастополь более 2 раз подряд. На рассмотрение парламентариев 3 кандидатуры выносит президент Российской Федерации. Глава Крыма Сергей Аксенов назначил министром спорта Республики Крым Елизавету Кажичеву. Об этом говорится в соответствующем указе, опубликованном на сайте главы республики. В апреле Сергей Аксенов принял отставку министра спорта Георгия Шестака, который занимал этот пост с 2014 года. Сегодня состоялось очередное совещание городской администрации. Одной из тем заседания стал вопрос об отопительном сезоне. Наш корреспондент Гульнара Каримова знает все подробности. На сегодняшний день запущены все котельные города. 4 из них работают не в режиме. Глава городской администрации Геннадий Бахарев утверждает, к завтрашнему дню все неполадки будут устранены. Все акты показаны, мы готовы 100% по приему тепла, но, естественно, правы и те, и другие, как всегда. Бывают сбои в работе котельной, соответственно, сливается система, соответственно, когда подается новая, завоздушивается система. Все очень просто, это уже, наверное, все знают наизусть. Нужно просто прийти на местах и спустить этот воздух. Вот, к сожалению, сейчас, пока я вижу, что инертно эта ситуация длится, практически все можно сделать за 2 дня, вот я говорю, как есть. Если не будет таких критических поломок либо на котельных, либо на сетях. Также на заседании обсудили проблему стихийной торговли. По словам главы городской администрации Геннадия Бахарева, эту проблему пытаются решить уже не 1-й год. Безальтернативный подход к тому, что люди не получали взамен. Сейчас вы видели, мы дали четкую информацию о том, что где можно торговать, какие количество может принять каждый рынок. Сейчас люди пошли, мне Тайфук Рифатович докладывает, что таким вот образом мы уберем действительно нуждающих в первоочередном заработке, да, вот люди же получают первоочередной заработок, а те, которые являются посредниками, с ними жестко. Геннадий Бахарев отметил, что в столице Крыма дорожную рекламу сократили в 3 раза. На сегодняшний день снесли более 3000 рекламных щитов. Сейчас осталось 700-800. Это тоже много, но я могу сказать, что мы добились основного. Мы добились того, что, во-первых, их не ставят бессистемно, как это было раньше. Во-вторых, мы вышли, единственные, кстати, которые проводим аукционы по рекламе, и центр освободили. Вот что основное. Сейчас у нас другая задача, мы ее озвучили сегодня, это фасады. Фасады у нас действительно, они опять-таки, вот как у нас было с щитами и с этими маленькими, так у нас и с фасадами. Сейчас вот основная задача побороть фасады, опять-таки в сознании предпринимателей. Я не думаю, что они будут возражать, если будет однотипная нормальная реклама, как это в нормальных цивилизованных городах. Геннадий Бахарев рассказал также, как Симферополь готовится к Новому году. По его словам, в этом году новогодняя программа будет яркой и интересной. Гульнара Каримова, Рамазан Аливапов, телеканал Мидлет. Крымские пограничники задержали гражданина Украины, который пытался провести на полуостров пневматическое оружие с боеприпасами. Как сообщили в пресс-службе пограничного управления Федеральной службы безопасности России по Республике Крым, инцидент произошел на автомобильном пункте пропуска Джанкой. Автомобиль с выявленным грузом передан сотрудникам таможни для принятия правового решения. В Крыму уже разыгралась осень. Для автолюбителей встает один из важных вопросов. Когда же лучше производить замену летних шин на зимние? Наш корреспондент Диляра Шевкетова попробовала разобраться, какое наиболее подходящее время для замены резины. Каждый год с приближением холодов водители начинают задаваться вопросом, когда устанавливать зимнюю резину. Ведь смена погодных условий и, как следствие, сырой, а зачастую мокрый асфальт могут стать причиной дорожно-транспортных происшествий. В настоящее время ответ на данный вопрос частично регулируется нормативно-правовым документом. Согласно требованиям пункта 5, приложение номер 8 к техническому регламенту Таможенного союза о безопасности колесно-транспортных средств, утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 9.12.2011 года номер 877, вступившая в силу с 1 января 2015 года, запрещается эксплуатация в зимний период, декабрь, январь, февраль, транспортных средств, не укомплектованных зимними шинами. Крымские автовладельцы рассказали, готовы ли они к осенне-зимнему времени года. У нас в Крыму какая погода? Вот можно на все сезонки ездить целый год. Ничего страшного, хотя по правилам не запрещается.
Но вообще желательно менять, как морозы будут, уже можно будет тогда менять. А сейчас зачем? Где-то в ноябре, либо при первом выпадении снега. А пока на данный момент не вижу смысла заменять. Да, поменял уже, потому что пора уже, как бы холодно. Есть два периода в году, которых традиционно с нетерпением ждут владельцы и мастера шиномонтажей и автомастерских. И с ужасом вспоминают автолюбители. Это осень и весна. Автоинструкторы советуют своевременно устанавливать соответствующие погоде шины. В данном случае в ноябре оптимальный вариант, чтобы избежать этих больших очередей на шиномонтаже. Иначе как бы в момент, когда наступает внезапно зима, просто начинается сплошной ажиотаж, как бы всем нужно срочно, все спешат, все торопятся. Как бы, по рекомендации как бы для крымских дорог, для крымской зимы все-таки оптимальный вариант брать зимние не шипованные. Вот. Ну да, есть контингент людей, которые берут шипованные, но у них лучшая сцепка с поверхностью, с дорогой, заснеженной, в гололед непосредственно. Вот. И этот момент дает максимально обезопасить водителя от дорожно-транспортных происшествий. Сотрудники дорожной инспекции рекомендуют автомобилистам, какие бы шины ни стояли на колесах, снизить скоростной режим в осенне-зимний период, увеличить дистанцию между автомобилями на дороге и быть осторожными. Диляра Шевкетова, Абдулладжи Осман, Алишер Алимов, Дмитрий Низовой, Мир Мустафаев, телеканал Миллет. Керченская паромная переправа уже сутки закрыта из-за сильного ветра. В портах Крым и Кавказ погрузки ожидают по 400 легковых автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе оператора переправы. Паромное сообщение между Крымом и материковой Россией было приостановлено из-за погодных условий в понедельник в 11:20. Крымчанка, врач-акушер-гинеколог Сусанна Фель заняла первое место во всероссийском конкурсе «Моя законодательная инициатива», который проводился в Москве при поддержке Комитета по образованию Государственной Думы Российской Федерации. Это уже не первая победа для Крыма. Как встретили победительницу в стенах родной медицинской академии имени Георгиевского, расскажет наш корреспондент Айша Шулакова. Руководство медицинской академии встречало победительницу конкурса наградами и поздравлениями. Ректор учебного заведения Нанули Иванова испытывает чувство гордости за сотрудницу, отметив значимость законопроекта Сусанны Фель не только для полуострова, но и для всей Российской Федерации. Мы вас от всей души поздравляем, потому что эта ситуация, она прославила не только вашу кафедру, не только ваших учителей, не только сотрудников медицинской академии имени Георгиевского Крымского федерального университета, но и всех нас, крымчан. Научный руководитель магистранта Ольга Боева отметила, что законопроект Сусанны Фель создан в рамках диссертационной работы и проекта, который проходит на кафедре государственного управления в сфере охраны здоровья. Он называется «Открой свою вселенную» и посвящен сохранению репродуктивного потенциала нашего государства. Наша работа, которая была посвящена защите репродуктивных прав человека, заняла первое место в номинации «Здравоохранение», была отмечена знаками отличия Государственной Думы Российской Федерации «Депутатский резерв», получила множественные дипломы за первое место, свидетельства. И, как нам сказало руководство в Государственной Думе, наша работа имеет значение национальной безопасности. Молодая, энергичная и целеустремленная Сусанна Фель по профессии акушер-гинеколог говорит, что любовь к медицине у нее с детства. Источником вдохновения для нее стала работа ее матери, акушера-гинеколога с большим стажем. Ее магистерская диссертация «Охрана репродуктивных прав женщины» является уникальной, потому что на территории нашей страны по сей день не исследована до конца. Поэтому и была удостоена столь высокой награды. Репродуктивные права, само понятие, достаточно молодое в юриспруденции, поэтому защита репродуктивных прав у нас опосредованно представлена в законодательстве. И основной вопрос – это собрать все аспекты, касающиеся репродуктивного здоровья, в единый базовый документ. Я представила такую разработку законопроекта о защите репродуктивных прав в своей магистерской работе. Только практик может действительно оценить, насколько данный закон работает, может ли он быть полезен, как он будет использоваться. Поэтому за этим было наше преимущество. Эта актуальная тема, она относится к вопросам национальной безопасности, так как затрагивает репродуктивный потенциал нации. На данный момент защита репродуктивных прав – это не только касаемо воспроизводства, но и репродуктивные установки. Это психологическая готовность человека к определенному числу детей. А сюда относятся и
культурные, национальные вопросы, духовное развитие, в общем видении отношений между мужчиной и женщиной. Это все объединяется в единый термин репродуктивные права, репродуктивное здоровье. Сусанна Фель благодарна медицинской академии имени Георгиевского за содействие в достижении цели. Ее вдохновляет работа и желание помочь людям. Советует нашим соотечественникам уделять особое внимание своему здоровью. Айше Шулакова, Энвер Умшевич, телеканал Миллет. В Крымско-Татарском музее культурно-исторического наследия состоялся научно-практический семинар в рамках празднования 130-летия со дня рождения Шафики Гаспринской. В мероприятии приняли участие студенты и преподаватели Крымского инженерно-педагогического университета. Побывать на семинаре удалось и нашему корреспонденту Султане Меджид. С докладами на научно-практическом семинаре, который состоялся в рамках празднования 130-летия со дня рождения Шафики Гаспринской, выступили преподаватели Крымского инженерно-педагогического университета, доктор филологических наук, профессор, директор НИИ Крымского инженерно-педагогического университета Исмаил Керимов выступил с докладом на тему «Шафика Гаспринская и крымско-татарское издательство». Лично я выступаю с докладом по журналу «Алеми Нисван», который она редактировала в течение нескольких лет. И буду рассказывать о ее содержании и значении этого журнала. Первые попытки в мусульманском мире такого широкого движения, такого демократического направления, освобождения, эмансипации мусульманской женщины. Поэтому это имеет значительную роль не только для крымских татар и тюркоязычных, но и всего мусульманского мира. Это дочь Гаспринского, которая воспитана именно в этих традициях и сыграла выдающуюся роль в женском движении в мире. Шафика Гаспринская – лидер крымско-татарского движения, исполнительный комитет мусульман Крыма, которая действовала в Крыму в начале 20 века. С ее именем связано уникальное для ислама того времени явление, как женско-мусульманское движение. Директор Крымско-татарского музея культурно-исторического наследия София Еминова рассказала о важности научно-практических семинаров. Для того, чтобы просветить нашу молодежь в первую очередь, то есть, и чтобы они познакомились с жизнью и деятельностью таких выдающихся личностей, потому что на их примере, на их опыте мы очень надеемся, что и наша молодежь будет продолжать эту просветительскую миссию и будет уделяться нужное внимание женскому образованию, женскому воспитанию, вот, и просветительской, в общем-то, женской миссии. Такие мероприятия очень важны и, на мой взгляд, актуальны, потому что, изучая личности, деятельности такие известные своего времени, мы у них, во-первых, учимся, во-вторых, передаем эти знания. Семинар прошел в плодотворной и творческой атмосфере. Султане Меджид, Эдем Исмаилов, телеканал Миллет. Более 300 экспонатов, предметы быта, книги, ювелирные украшения, фрагменты одежды. Все, что связано с историей Крыма и крымскими татарами, находится в мини-музее юного коллекционера из Симферополя Абдуль-Вахаба Сидхалилова. Тему продолжит наш корреспондент София Шукурова. Мечта 17-летнего студента-первокурсника Крымской медицинской академии достойна похвалы. Еще будучи 13-летним школьником, Абдуль-Вахаб посетил выставку в Крымском этнографическом музее. И после этого загорелся желанием заняться коллекционированием старинных экспонатов. В основном все экспонаты я приобретаю на блошином рынке, но за последнее время я езжу по селам, иногда целенаправленно, иногда нецеленаправленно, и там общаюсь с людьми, и кое-какие экспонаты получается покупать у них. Они рассказывают историю этих вещей. В основном это пожилые люди. Я записываю историю их жизни. Они рассказывают про традиции и обычаи до военного Крыма. По словам Абдуль-Вахаба, если ранее он приобретал все без разбору, то сейчас уже разбирается и знает тонкости, примерный возраст и ценность каждого из экспонатов. Я знаю, какие у нас формы, все разбираюсь. Ну вот, не знаю, может, тоже давно собираю, поэтому по вещам я сразу понимаю, там наши, не наши. С какого района? Потому что очень много встречаюсь у нас из Кавказа вещей турецких. Я и крымско-татарское приобретаю, и те, которыми пользовались крымские татары до войны. Потому что раньше все равно было очень много привозных вещей. Парень не только коллекционирует старинные крымско-татарские вещи и экспонаты, но и увлекается народными промыслами. Он вышивает, лепит из глины и делает на заказ свадебные пояса. Самые ценные экспонаты в коллекции Абдуль-Вахаба – это вещи его предков. К примеру, этот Коран, ему больше 100 лет, его хозяин, мой прапрадедушка, он жил в селе Упа с 14 по 18 год. Он учился в Стамбуле. Его все село выбрало мулой,
И при окончании медресе в Стамбуле ему вручили этот Коран. Этот храм пережил 3 раскулачивания и депортацию крымстарского народа. Здесь мы можем увидеть по черточкам, сколько раз прочитал он этот Коран. Более 100 раз этот Коран был прочитан моим Карбабашкой. Все основное время парень посвящает учебе в Крымской медицинской академии. При этом не забывает о своей мечте. Для достойного представления экспонатов Абдуль-Вахаб ставит перед собой цель – создать дом-музей. Я в будущем планирую построить дом бахчисарайского типа, 2-этажный, с верандой, по рассказам Биташки, вот какой у них был дом до войны. Он состоял из 4 комнат, и, скорее всего, дом-музей на 1-м этаже будет что-то наподобие мастерской, вот такие вот какие-то наши. Я уже приобрел черепицу из Харасу-базара, получается, черепица из Харасу-базарской мечети, разрушенной. Вот мне ее продали. И также составил план дома будущего. Сейчас коллекционер определяется, где будет располагаться его будущий дом-музей. София Шукурова, Алишер Алимов, телеканал Миллет. В Крыму сохраняется ветреная погода. На Крымском полуострове в ближайшее время осадков не предвидится. Однако в течение дня будет дуть сильный холодный ветер, сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Температура воздуха ночью составит 3 градуса с отметкой плюс. Ожидаются заморозки до -2. Днем воздух прогреется до 11 градусов тепла, сообщили синоптики. Еще до завтрашнего дня на полуострове сохраняется штормовое предупреждение. В степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы возможны заморозки до -3 градусов. На этом наш выпуск завершается. Команда наших корреспондентов продолжает следить за новостями, так что оставайтесь с нами и будьте в курсе последних событий. До встречи!